Они пришли где-то днем где-то, может, в 11 где-то. Я открываю дверь, у меня был внук еще дома. Мы газовщики, я с газа, говорит, мы, говорит, меняем шланги. Я говорю, не знаю, я говорю, хорошо, проходите. Лжегазовик пришел в квартиру пожилой сыктывкарки Зои Щукиной весной 2021-го. Представился сотрудником Горгаза, показал документы и предложил подождать коллегу, который, дескать, меняет оборудование в соседней квартире. Слова хозяйки, что за полгода до этого уже приходили газовщики и меняли шланг, причем бесплатно, его не переубедили. Через какое-то время пришел товарищ. И, значит, мы отодвинули плиту. Он говорит, стал проверять, там спичка или что-то, я уже не помню. Говорит, посмотрите, он снял этот шланг, был резиновый, и говорит, посмотрите, немножко есть трещины. Вот, говорит, из-за этого, говорит, мы поменяем, говорит. А товарищ до этого сказал, что это будет стоить 3000 с лишним. Я говорю, а почему вы так дорого? Я говорю, у меня столько денег нету, я могу вам только вот 1800 дать. Аналогично лжегазовики навестили в тот день и других жителей этой многоэтажки. А чтобы у пенсионеров не появилось сомнений, накануне в подъездах развесили объявления. До обеда. Повешено было объявление, и я пыталась позвонить в газовую службу, но там телефон не взяли. Обычно я проверяю, на самом деле с газовой. А тут никто не взял, и я согласилась. Они, значит, поменяли шланг желтого цвета и кран нам заменили. Но все добросовестно было сделано. Предъявляли документы с фотографиями, с печатями. В общем, все как обычно. Все нормально. Наиболее строптивым пенсионерам псевдосотрудники Горгаза показывали фотографии с разрушенными после взрывов бытового газа домами в России. Этот прием действовал безотказно. Не могли сообщить то, что в настоящее время установленное оборудование в их жилище не соответствует техническим нормативным актам, то есть подлежит немедленной замене. В противном случае они могли говорить о том, что человек будет привлечен к административной ответственности, либо у него будет отключен газ, в принципе. Соответственно, люди пожилого возраста, воспитанные в Советском Союзе, понимали, что если приходит Горгаз, значит, нужно открывать и требования, указания, какие-то рекомендации выполнять во избежании аварийных ситуаций, взрывов, утечек. Сотрудники Республиканского управления уголовного розыска занялись оперативной разработкой группы лжегазовиков весной 2021 года. Выяснили, что заправляют делами два брата, уроженцы Свердловской области. С ними работают еще несколько земляков и местные ребята. Деятельность вели от имени питерской компании, создавая видимость легальной работы. Выдавали обманутым клиентам, которым навязывали услуги, даже чеки. Они настолько, так скажем, вжились в роль работников газовой службы, что выдавали платежные документы, акты выполненных работ, давали гарантию на свое изделие. Хотя, как показала практика, в дальнейшем оно действительно было сделано, выполнено некачественно и могло послужить причиной опасных дальнейших явлений, протечки и так далее. Да, их деятельность была закамуфлировано, так скажем, под легальную деятельность. У них имелось юрлицо, через которое они проводили все финансовые документы. По подсчетам следствия, за 1,5 года подельники заработали на доверчивых жителях Сыктывкара, Микуня, Емвы и села Выльгард больше 7 миллионов рублей. Большая часть из задержанных вину в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере не признает. Следствие, собрав материалов на 101 том, через 3 года передало уголовное дело в Сыктывкарский суд. Фигурантам грозит по 10 лет лишения свободы.